Сейчас с нами на прямой связи из Москвы доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов. Борис, здравствуйте. Добрый день. А вам самим как кажется, верят и в Чечне в колдунов, и в России в шаманов? Как вы думаете? Да, безусловно, верят. Есть социологические опросы, которые показывают, что у нас очень в стране высокий процент тех, кто верит в магию. В черную магию, в белую магию. А почему? Вы знаете, вообще и во всем мире тоже сейчас подъем веры в магию. Вот, но у нас особенно. Ну давайте из-за Гарри Поттера скажем это, или почему? Или медицины не хватает, или с физикой проблемы в школе, или что? Или с политикой? Ну правда. Знаете, тут дело не только... Не нужно считать, что вот все, кто верит в магию, это какие-то безграмотные придурки. Отнюдь. Вот. Просто в современном мире так все стало иррационально, что и ответы какие-то на эти проблемы тоже иногда люди начинают искать в области иррационального. Потому что объяснить не могут. Скажите, а может такое быть, что шаман настолько напугал кого-то в Москве, ну, серьезных людей я имею в виду, что решили, что... Или это только дело об экстремизме, вот на ваш взгляд? Там может такое оказаться? Мне кажется, вы понимаете, я, насколько я знаю, вот так называемые силовики в России, то есть деятели всех этих силовых ведомств, они народ довольно суеверный. Они верят в магию, так от всей души верят искренне, и в этом смысле являются, так сказать, плоть от плоти тот народ, которым они руководят. Так что тут, конечно... Но они же все конечно... религиозные люди. Тут вопрос возникает, как это все сочетается, христианское верование, ну не только христианское, слава. В случае с шаманом из Якутии это сочетается очень легко. Дело в том, что шаманизм в Якутии очень синкретический, да, и, как правило, якутские шаманы, они и в Христа верят, и, так сказать, и прибегают к разного рода шаманским ритуалам. Это такой нормальный совершенно синкретизм. То есть, погодите, силовики верят в сглаз? Скажите мне, пожалуйста. Вот, но вот да, когда люди, так сказать, облеченные властными полномочиями здесь, в России, тоже верят в сглаз и при этом, так сказать, поклоняются поясу Богородицы, да, и ходят в церковь, да, и летают даже за огнем благодатным в Иерусалим. Это все как-то, конечно, довольно странно. Все-таки хотелось бы, чтобы они были несколько более грамотные. Но, видимо, это невозможно. А скажите мне, пожалуйста, вот я видел несколько раз на кадрах, что вот грушники, которых, ну, так называемые грушники, которых поймали в Солсбери, которых узнали в Солсбери, никто их не ловил, они оказались в Москве, интервью давали, и у Владимира Путина есть на руке такая красная тонкая ниточка. Она зачем? Вы знаете, это тоже такая магическая ниточка красная. Мадонна, кстати, ее носит. Это имеет отношение к Каббале, к иудейской магии. На всякий случай или они правда верят? Я имею в виду, Владимиру Путину ниточка зачем? Ну, на всякий случай, вы знаете. Мне так кажется, на всякий случай. Хорошо, давайте про Чечню немножко, если можно. Исламское духовенство, нам казалось всем, что это довольно традиционная религия. Тут надо спросить, наверное, прямо, в Чечне есть джинны? Ну, если вы спросите колдунов, то они вам ответят, что есть. Я по-другому спрошу, в бытовании людей, в их сознании они есть? Есть, конечно, есть. Господи, естественно, что магия в народном сознании сейчас очень глубоко укоренена. Мы с этого начали, и этим можем закончить. И я еще раз хочу повторить, что в этом нет ничего уникального. Во всем мире так. Ну, а вредное в этом что-то есть или на самом деле тоже ничего нет вредного? Как вам кажется? Пардон? В этом есть что-то вредное или опасное или нет, на ваш взгляд? Ну, вы понимаете, мне кажется, что в общем-то ничего вредного в этом нет. Вот. Но это нормальное человеческое сознание. Но если нет вредного, пусть шаман идет, я так вас понимаю. Это становится вредным тогда, когда происходят различного рода политические манипуляции. Или нестабильная ситуация какая-то происходит в стране. Вот вы можете описать, этот момент как-то отличается от других моментов, когда это обостряется, я имею в виду в российской, например, политике, если можно коротко?
безусловно. Вы понимаете, вот смотрите, почему вокруг Габышева сбилось такое большое количество почитателей и поклонников. Это заговорило такое, знаете, русское бессознательное. Вот. Народ недоволен, протестные настроения очень мощные в стране, причем и в провинции, не только в столице. Вот. В провинции они принимают такую вот квазирелигиозную форму, то есть вот верят в шаманизм, верят в то, что Христос спасет. Габышев повторяет христианские молитвы, совершает камлание. Все у него в голове перемешано. И это, повторяю, это вполне нормальная вещь. А то, что народ так активно за ним пошел, это, безусловно, говорит о том, что народ недоволен существующим порядком вещей. И прибегает к любым формам для того, чтобы как-то решить для себя эту проблему. В том числе идут вслед за шаманом в Москву. Чтобы уже хоть кто-нибудь спас. Спасибо большое. Религиовед Борис Фаликов у нас на связи. Сложная тема. Будем обсуждать ее еще. Спасибо. Спасибо.